Всем большой привет! Это 41-й выпуск Вувна, и прямо сейчас вы узнаете о главных событиях прошедшей недели. Устраивайтесь поудобней, меня зовут Влад Копылов, и мы начинаем. Глокая Куздра. Что это и как она связана с первокурсниками ЕГН? Немного спортивных новостей нашего вуза, ежегодная спартакиада среди студентов, мастер-классы и лекции в рамках Северной универсиады и интервью с руководителем киберспортивной организации СГУ. Новости для тех, кто любит Хэллоуин, но не знает, где его провести. 20 октября в 4-м корпусе СГУ прошла Глокая Куздра. Не разобрали, что я только что сказал? Ничего страшного, нас ведь не только филологи смотрят. Сейчас поясню. Глокая Куздра – это известная выдуманная лингвистическая фраза. А еще это название ежегодного посвящения для первокурсников Института гуманитарных наук. В этом году мероприятие приурочили к юбилею Михаила Ломоносова. Остальное в сюжете Олега Хохлова. Формат мероприятия – викторина с филологическим уклоном. Цель – сплочение студенческого коллектива за совместным времяпрепровождением, а также напоминание о важных достояниях лингвистов, филологов и языковедов. Эти мероприятия действительно сдружают. Да, и, конечно же, помимо этого, они помогают раскрывать новые грани филологии. То есть Глокая Куздра, она всегда не сосредоточена на чем-то одном, она всегда говорит о важных вещах. В рамках мероприятия участники поделились на две команды. По сценарию их ждали 4 блока заданий – родной корпус, лингвистика, литературоведение и жизнь Ломоносова. На размышления по каждому вопросу участникам выделялась минута. Свои ответы команды писали на бумажках и передавали жюри, после чего организаторы оглашали верный ответ. Вопрос, какие термины ввел в научный оборот Михаил Васильевич Ломоносов? Время прошло. По результатам викторины победу одержала команда «Срывной нерв». Завершился вечер совместным чаепитием. Олег Хохлов, Полина Холодова, специально для Вувна. В СГУ имени Петерима Сорокина стартовала ежегодная спартакиада среди студентов институтов и колледжа. В рамках нее на этой неделе состоялись мужские соревнования по баскетболу. Игры прошли в 3 дня. Участие приняли 6 команд. Институт гуманитарных наук, Институт социальных технологий, лицей СГУ, Институт истории и права, Институт точных наук и информационных технологий и колледж экономики, права и информатики. Мы думали, что будет гораздо меньше участников, чем есть на самом деле. Болельщики очень радуют. Мы, опять же, на удивление, набрали целых 6 команд. Я не помню, чтобы в прошлом году так было. По итогам всех игр победила команда Института социальных технологий. По словам организаторов, следующие соревнования по баскетболу ожидаются в конце ноября. Они пройдут в формате 3 на 3. Каждый день обещаете себе начать тренироваться и правильно питаться? Не откладывайте заботу о здоровье на потом. В СГУ стартовали просветительские мероприятия и мастер-классы в рамках проекта «Северная универсиада». Считайте, что это знак свыше для тех, кто все еще сомневается. Северная универсиада – это грантовый проект нашего университета, который получил поддержку Федерального министерства образования. Он направлен на реализацию физкультурно-спортивной деятельности в учреждениях высшего образования. Проект включает в себя мероприятия активного выходного дня, о которых мы говорили в прошлом выпуске, серию мастер-классов от известных для студентов-тренеров и просветительские мероприятия лекционного характера. Также в плане универсиады ожидается фестиваль национальных видов спорта. На самом деле очень хотелось бы в это сложное время, связанное с большим количеством ограничений, в том числе по ковиду, пока есть такая возможность, немножко активизировать, наверное, активность студенческую, попытаться привлечь студенчество к ведению здорового образа жизни. Подробно с расписанием лекций и мастер-классов можно ознакомиться в официальной группе СГУ имени Петерима Сорокина или на сайте университета. Там же вы сможете записаться на интересное для вас занятие через сервис TimePad. Богдана Акопян, Виктория Аканева, Владислав Копылов, специально для Вувна. Это, кстати, не все спортивные новости на сегодня. Вы, наверное, уже слышали о победе российской киберспортивной команды Team Spirit в чемпионате мира по Dota 2 The International. 5 парней из СНГ завоевали главный приз – 18 миллионов долларов, то есть примерно по 250 миллионов рублей на каждого игрока. Я думаю, все мы хотим так зарабатывать, тем более на компьютерных играх. На базе нашего вуза работает киберспортивный клуб Seksu eSports, открытый для всех желающих. Возможно, именно он станет первым шагом к вашему киберспортивному будущему. А прямо сейчас смотрите интервью с руководителем организации по совместительству студентом СГУ Семеном Виноградовым. Поговорили о клубе, проблемах в киберспорте и предстоящих турнирах. Клуб существует уже 2-й год.
Зародился он в прошлом году, когда я учился на 2-м курсе. У нас появился предмет «Основы проектной деятельности». Нам задали такую задачу сделать какой-то свой проект. Ну и мы с моими друзьями выбрали создание клуба и проведение турнира, потому что в целом были знакомы с киберспортом, ну и решились на эту идею. Основными целями и задачами являются развитие и популяризация киберспорта на территории нашего вуза, проведение турниров, участие в каких-то турнирах всероссийских, создание сборных команд по разным дисциплинам для участия как раз в этих турнирах. Проводим осенью турнир по нескольким дисциплинам, и те, кто побеждают на этих турнирах, как раз отправляются в наши сборные составы и дальше участвуют от вуза уже официально. Могу выделить такие, наверное, самые крупные. Это Dota 2, CSGO, League of Legends, Valorant, всякие Battle Royale типа Fortnite, Call of Duty, PUBG, карточные игры типа Hearthstone, стратегии, StarCraft 2 и так далее. Вообще очень много игр есть различных. Есть сборные составы по Dota 2, по Counter-Strike и по Hearthstone. И в этом году планируется еще набрать 2 сборных состава по Clash Royale и по StarCraft 2. Тренировок как таковых нету. Если как-то хотят игроки развиваться, то они просто сами играют, сами уже что-то придумывают, за ними никакого такого надзора нет. Да, готовимся. Будет проводиться весной ВКСЛ. И для того, чтобы набрать сборные составы на этот турнир, нам нужно сейчас провести будет турнир. Будет анонс как раз этого турнира. Будет 3 дисциплины: CSGO, Hearthstone и Dota. И вот так как раз подготовим сборные на этот турнир. Как мне кажется, в регионах вообще очень тяжело как-то себя развить, как-то себя показать, потому что даже если ты хорошо играешь просто в какую-то игру, легче будет переехать в Москву, например, просто на обучение туда куда-то в вуз поступить и уже там выступать хорошо, потому что, играя хорошо на каких-то ланах в крупных городах, тебя будут находить скауты каких-то организаций уже профессиональных, и набирать себе в команду на трайаут, и там ты себя уже можешь хорошо показать и дальше развивать свою профессиональную карьеру. Также проводить турниры, делать это, конечно, лучше чаще, но не всегда получается. Развивать киберспорт, больше людей вовлекать в это все, побеждать на всероссийских турнирах. Наш клуб называется Six Sports, найти нас можно в группе ВКонтакте, так на английском напишите, Six Sports. Вот все. Подписывайтесь, участвуйте в наших турнирах. Любите Хэллоуин, но не знаете, где его можно провести? У нас для вас отличные новости. На следующей неделе в киноклубе «Контраст» состоится показ анимационного мини-сериала «По ту сторону изгороди», приуроченный к вечеру всех святых. По словам организаторов, вас ждет приятный и ламповый вечер. В центре событий мультсериала находятся 2 брата – Грег и Вирт. По сюжету они смогут попасть домой только если пройдут через таинственный и страшный лес под названием «Неизданное». На протяжении 10 коротких серий вас ждет мир темных лесов, заброшенных избушек и странных тварей из чащи. Я считаю, приходить стоит, поскольку где еще вы сможете посмотреть «По ту сторону изгороди» подряд за один вечер, а потом еще и обсудить с людьми, которые посмотрели этот мультсериал также впервые вместе с вами. Встреча пройдет в 17:00 28 октября в профессорской гостиной главного корпуса СГУ. На этом все. Берегите свое здоровье, не болейте, занимайтесь спортом. Или киберспортом, тоже пойдет. А мы желаем вам отличных выходных. Всем пока!